Я был его специальным представителем по особо важным поручениям. Я также занимался его связью с людьми, можно сказать, с миром. То, что он мне присылал, я отсылал другим. То, что ему присылали, я посылал это нашему президенту. То есть связь проходила через меня и его помощника. Так вот, в этот день они связались, то есть Масхадов связался с нами, и чтобы передать им такую информацию, что он готов выехать в ислам. Если российская сторона даст минимальные гарантии безопасности. То есть это, как сказать, в один конец. Если Россия даст эти минимальные гарантии безопасности. И он указал нам, чтобы мы это быстро распространили посредством массовой информации. И мы разговаривали потом с Ахмедом Закаевым, звонили ему. Потом он связывался с Засоховым, а также связывался с Аушевым. Потом он обсуждал этот вопрос с Анной Политковской и так далее. То есть все делалось для того, чтобы донести это до России. То есть чеченский президент готов выехать туда, если Россия даст минимальные гарантии безопасности. Что она не сделала. И по этому поводу я тоже опять хотел бы дать послушать запись. Я хорошо знаю, лично знаком с президентом Северной Осетии Засоковым. Это уважаемый человек, честный человек, трезвомыслящий политик. Он бы никогда не отдал начать штурм школы. Ни при каких обстоятельствах. И я уверен, что он не отдавал такой приказ. И не был согласен с теми, которые начали этот штурм. 3 числа, день штурма, утром мой представитель Великобритании Закаев разговаривал по телефону с Засоковым. Мы были уверены, что начнутся переговоры, что мы сможем выступить посредниками, хорошо зная Россию, российских руководителей, методы спецслужб России. Мы и готовы были, и в том числе я, рискуя нашими жизнями, выступить посредниками, спасти этих детей. И был уверен, что мы сумеем это сделать. Вот, ну это буквально вот подтверждает то, что я сейчас говорил. Я знаю, где он в тот момент находился. Он был в пути, чтобы не терять время. Если все-таки Россия даст эти минимальные гарантии безопасности, то есть наш президент, он двигался в сторону Осетии, но не успел пересечь даже границу Ингушетии, потому что в то время шла война, как вы знаете, блокпосты, везде дислокации российских оккупантов, и там машина не поехать. А когда в самолете отравили Анну Политковскую и арестовали Бабицкого, уже было понятно, что будет силовое решение. Поэтому, по-моему, главное слово за президентом Северной Осетии Засоковым. Он должен сказать правду. Он должен открыть глаза своему народу, родственникам погибших. Кто отдавал приказ? Значит, что кто виновен в гибели сотен детей? По-моему, на это у него хватит смелости и разума. Также я призываю своих братьев осетин, не поддаваться провокации, не верить в ложь и обман российских спецслужб, российских политиков. Нам нечего делить. Мои братья, уже налицо идет настоящая травля
на юге Осетии идет травля осетин и грузин. И на Северном Кавказе уже идет травля, особенно после этой трагедии, осетин, ингушей и чеченцев. Я думаю, что и народ Осетии, и народ Чечни, и народ Ингушетии, и народ Грузии, мы не дадим себя обмануть и увидим своего главного врага в лице России. Нужно иметь смелость, чтобы говорить правду. В первую очередь это должны сказать люди, которые имеют какой-то авторитет в Осетии, например. Это чиновники, это лидер. Вот. Они должны это сказать. Они. А простых людей там никто не слушает. Мы это видим. Мы это видим. Мы не должны поддаваться провокациям. То есть он даже перечисляет вот эти народы, и чеченцы, и ингуши, грузины, дагестанцы. Вот все наши кавказские народы, они стравливаются между собой. Это делает Россия, чтобы создавать вот такую обстановку накаленную, чтобы можно было в любой момент зажечь какой-то огонь на Кавказе. То есть мы не должны вестись на эти провокации российских спецслужб.